Испытано на себе. Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И в предыдущем выпуске мы готовили вот этот автомобиль, готовили к такому длительной дороге. Сегодня предстоит проехать 800 километров до села Кюндядь, это Нюрбинский улус. И, как видите, по восходящему солнцу, это значит, я выехал рано утром. Постарался, чтобы не попасть в пробки. Машина в целом готова. Фары светят, значит, можно ехать. Сейчас я добрался до границы Вилюйского улуса и, выйдя из машины, почувствовал сразу, что тут гораздо теплее. Не знаю, по ощущениям градусов, может быть, 20. Еще не пройдена половина пути, поэтому самое время перекусить. Но нет ничего лучше, конечно, чем домашняя еда, которую берешь из дома. Причем, если бывает так, что собираешься в дорогу, например, с утра, плотно покушав, позавтракав перед дальней дорогой, то как-то смотришь на ту еду, которую берешь, думаешь, ладно, пусть будет, да? А вот в дороге прямо сейчас ехал и еле дотянул до этой стоянки. Вот эти блинчики с сосиской, с плавленным сыром меня прям манили всю дорогу. Так что я сейчас очень рад, что можно перекусить. Хотелось бы напомнить, что сегодня весь день будет посвящен именно дороге до села Кюндяди, где именно послезавтра состоятся гонки Кубок Поршня. Все пока идет по плану. Половина пути практически пройдена. Время 12:50. И пошел небольшой снег. Я прибыл в Вилюйск, здесь, соответственно, заправка, и наконец-то есть такие более-менее идеальные условия, когда можно посчитать, сколько потребляет автомобиль. Автомобиль объемом 5,3 литра, казалось бы, достаточно большой, но летом, когда я передвигался на дальнее расстояние, расход был около, от 17 до 19, где-то вот так. Но это был автобокс наверху, полностью груженная машина и еще прицеп сзади. Сейчас есть возможность посчитать вместе с заправкой, соответственно, в Бердигестяхе и в Вилюйске вышло 79 литров на данный момент. И делим на расстояние, которое прошла машина от полного бака. Я заправлял в Якутске. 569 километров, 5,69. Выходит 13,8. В общем, 14 литров на 100 километров. Я думаю, достаточно хороший результат. Даже немножко рад.
В общем и целом, дорога от города Якутска до села Кюндяди прошла хорошо. Ее протяженность около 800 километров, и я с небольшими остановками на съемку прошел ее за 12 часов. Я, как и все приезжие команды, разместился в Доме народного творчества Туску. Вот такая вот гостиница. Шикарная. Утро Якутии. Кстати, есть приложение НВК Саха, можно скачать и смотреть на смартфонах. Целая музыкальная студия здесь, в Доме культуры. Вообще надо сказать, что примерно комната для меня. Я и музыкой занимался, и, считайте, монтаж. Теперь вот видео, там видеокамера, фотоаппарат, музыкальные инструменты. Класс. После 30-градусных морозов в городе Якутске температура в минус 15 казалась по-настоящему весенней, да и времени на разогрев автомобиля ушло гораздо меньше. День Икс настал. Сегодня день, когда пройдут гонки Кубок Поршня. Сегодня 23 февраля. И в селе Кюндяди собрались все участники этих соревнований. Многие, кто приехал из дальних районов, прибывали еще позавчера. Ну а последние участники прибыли буквально под утро. Ну что, хотелось бы отметить, что здесь вот в Доме народного творчества всех организаторов, всех участников приезжих размещают, также кормят. Причем не просто трехразовое питание, я бы даже сказал еще больше, потому что я вчера между съемками забежал просто попить чая, мне сразу поставили тарелку с мясом и с картошкой. Ну, конечно же, я ее съел. Вот. Ну, а сейчас, после проведенного брифинга, регистрации, жеребьевки, все участники выстраиваются в одну колонну и организованно будут выдвигаться на место соревнований. Вот сейчас все участники готовятся, они волнуются, но вот у нас здесь есть всем известный Владислав, канал Северный Патрик. Всем привет! Да. Владислав, расскажи, какие ожидания от гонки и за кого будешь болеть? Сегодня эти гонки будут очень интересные, потому что в этом году собралось очень много машин. Будут всего 30 машин участвовать, 15 инжекторов, 15 карбюраторов. И специфика этих соревнований, Кубок Поршня, тут участвуют любые машины, то есть иномарки, УАЗики, Нивы, но Нивы нету, потому что у Нивы не хватает, как всегда. Сегодня УАЗов очень много, и будет много иномарок. Патрол, сурфы, крузаки и так далее. Будет очень интересно, ребята. Смотрите канал Северный Патрик, скоро выйдет видео, будет огонь. А за кого будешь болеть? Болеть буду за своих ребят, у них номер не помню. У нас Хантер, инжектор. Поставили пониженную передачу, купили новые колеса. Ребята, в общем, потратили очень много денег и ожидаем от этой машины сегодня хороших результатов. Организованной колонной участники и болельщики в сопровождении ГАИ выдвинулись на место проведения соревнований.
Сегодня у нас проводится соревнование Кубок Porsche Зимний рубеж, уже 7-й год. Ну, сегодня приехали 30 машин, 60 участников и 9 улусов от Республики Саха-Якутия. Раньше вот начали как районные соревнования, потом региональные, сейчас уже республиканского масштаба. Ну, конечно, спасибо, во-первых, спонсорам и участникам соревнований, и организаторов. Всем огромное спасибо. Ну, мы проводим такие мероприятия, чтобы узнавали наше село, приезжали новые специалисты, молодые, новоиспеченные специалисты, чтобы наше село развивалось, ну и во благо всего. Начался первый этап – драг. Это парный заезд по прямой, где выбывал экипаж, пришедший вторым. Так, ну что, друзья, заезд за 3-е место. Потихонечку приближаемся к финалу. После всех отборочных этапов у нас финал. Это Навигатор и Тата Барс. Ну что, сейчас определим чемпиона по драгу. Все замерли в ожидании.
Так, старт. Завершился первый этап драг, определились уже победители в этом этапе. Соответственно, организаторы уже выписывают грамоты чемпионам, победителям, одержавшим победу в первом этапе. Работа у организаторов не останавливается ни на секунду. И сейчас карбюраторные УАЗы выезжают на заезд по прямой. Дистанция составляет 800 метров. Едут, соответственно, как я уже сказал, карбюраторные автомобили. Ну, а в чем, собственно, будет сегодня испытано на себе? Сегодня я испытаю себя в роли пассажира. Пассажира на заезде инжекторных автомобилей. Ну и напомню, что вместе с инжекторами сегодня участвуют также и джипы. Сейчас будет заезд инжекторов. Я поеду с командой из Юрбы, Юрбинского Улуса, Бизон номер 24. Здравствуйте. Когда идет отмашка старта, экипаж должен, соответственно, пилот со штурманом забежать в машину и, соответственно, трогаются только после этого. Так, ну что, все готовы уже? Такие вот хитрости
разбить бровку стартовую. Так, ну а я сегодня в качестве пассажира, соответственно, только экипаж будет выдвигать. Я сейчас сяду на свое место и буду крепко держаться. Все, я внутри. У меня такая мечта была, появилась где-то года 3-4 назад, побывать на месте пассажира Райан в гонках по снегу. Ну, эмоций не хватает, очень интересно было. Причем, когда больше как-то немного напрягся на финише, когда надо было проскакивать колею, там была поперек проходила дорога, и в этот момент я немного вжался в сиденье. Ну, в целом динамика интересна. Я не особо заметил, но, по-моему, выше 40. Там чуть мешало, экрана я не видел, ну, больше 40 км в час идут по целине. Друзья, ну что, сейчас у нас обед. Здесь в меню суп из потрохов. Очень вкусно все, питательно, главное, и придаст огромное количество энергии. Все участники сейчас во время перерыва заходят в эту палату, питаются, обсуждают планы, тактику. Ну и, конечно же, это те, кто, наверное, не ремонтирует пока машины. То есть есть еще, скорее всего, машины, которым нужно, конечно, сделать ремонт, и там каждая секунда на счету. Соревнования продолжаются. Уже прошли 2 этапа. Это драг, когда были парные заезды. Там уже определились победители. Далее был заезд по прямой на 800 метров. И после этого был объявлен очень вкусный обед, во время которого я даже смог поздравить участников соревнований, ну и, конечно же, зрителей своей песней. Ну и буквально через несколько минут перерыв завершится, и нас ждет не менее захватывающие 2 этапа. Это заезд по прямой на 1,5 километра, на 1500 метров, и круговая гонка. Так что оставайтесь с нами.
Село Кюндяди славится своими творческими жителями. В подтверждение этому круговые заезды будут проходить под авторскую песню Элеоноры Семеновой, художественного руководителя Дома народного творчества «Туску», которую она написала специально для этих соревнований. Надо отметить высокую организацию соревнований, начиная от регистрационных моментов, заканчивая культурной программой и прохождением этапов. За все соревнования вышел только один спорный момент, но и он был обговорен еще на брифинге, а именно запрет на так называемый паровоз. Это когда экипажи едут на минимальном расстоянии друг от друга, в прямом смысле подталкивая друг друга вперед. В круговом заезде инжекторов случился именно такой момент. После просмотра видеозаписей судьями было принято решение дисквалифицировать экипаж «Монстр» из Мегино-Кангаласского улуса. Практически весь заезд они шли впритык к лидеру гонки, команде «Фури». Вот да. Короче, блин, моя ну что вот. Толкает, да, его? Во, толкает он. Баптагавета, Вуалла, Фурия, Сунта, Экспеста, навигатор. После объявления решения о дисквалификации началась церемония награждения победителей гонок Кубок Поршня «Зимний рубеж».
Организация очень хорошая, впечатления хорошие. Супер Кубок взяли, очень рады. Сегодня самое сложное у нас третий заезд, когда у нас переключение с первой рычаг сломался, лопнул, и там остались, проиграли. Вот. Впечатления Экипаж такие. В прошлом году заняли второе, третье место. А в этом году заняли первое место и на абсолютно второе место. Что больше всего запомнилось? Круговой, абсолютное. И на первом этапе на драге чуть не перевернулись. Экипаж вот несут такие. Федоров Михаил, Александров Александр. Фонтан команда. Соревнования на высшем уровне. Нормально. Этот озеро очень хорошее. Ну что сказать. Ну выиграли один раз и это второе место. Постоянно. Сурф. Ну в УАЗиках равных нету. Вот иномарка СУФ. У него 5 ВЗ. Да. Как ты относишься к тому, что смешанный класс, что вместе с джипами можно участвовать? Ну, как джипы участвуют и УАЗы вместе. Этот, ну как сказать, у них же двигателя оборотистые и тоже неплохо участвовали. Чуть-чуть проиграли. Но круговые мы их победили бы. Гонки прошли в хорошем уровне. Участников в этом году 30. Заявку дали 36. Ну, участвовало 30. В этом году у нас изменения тоже были. Вот карбюраторные инжекторы отдельно соревновались вот за кубок. Ну, спасибо всем, кто участвовал, и нашим спонсорам, самым главным, вот кто без спонсора никак это соревнование не проводишь. Ага. Нашим администрации тоже большое спасибо. Соревнования закончились, все очень здорово. Призы от участников, которые приехали с других районов, тоже довольны. Всем все заняли призовые места. Ну, призы довольно тоже нормальные, не очень достаточно хорошие призы. На следующий год тоже планируем провести вот такой по масштабу. Еще предложили в республиканском масштабе в городе Якутске можно проводить. Вот планируем, подумаем, как провести. Приезжайте на следующий год, будем тоже рады видеть вас в нашем селе. Друзья, гонки подошли к концу. Сейчас уже организаторы собирают сцену, оборудование. И я думаю, вы сами видели, какие были эмоции. Очень много зрителей. Я думаю, что всем понравилось, в том числе, конечно, и в первую очередь участникам. Для меня, во-первых, радостно, что открылся сезон гонок, что на улице наконец-то стало потеплее, зима подходит к завершению. Ну и, конечно, хотелось бы пожелать удачи, успехов организаторам подобных соревнований, потому что хотелось бы отметить, что подобные вот такие вот соревнования, они, конечно, привлекают новых участников, гостей, туристов. Ну и, конечно, ждем республиканские соревнования Хараян, которые пройдут от 1 апреля в Чурапчинском Улусе. Ну что, это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24. Всем успехов, удачи!
Испытано на себе.